Бисмилляхи-рахмани-рахим. Я, Закиров Гаяс Салихович, родился 25 сентября 1955 году в деревне Ишеево Арзамасской области. Мы из рабоче-крестьянской семьи. Больше, конечно, крестьянской, колхозной. Родители у меня были простыми колхозниками. Дедушка с бабушкой. Мы жили в небольшом домике, а дом тогда был с соломенной крышей. Простое такое татарское село, татарская деревня, которая исповедует ислам. Я нахожусь в своей родной деревне, которая называется деревня Ишеево. За мной наша самая старая историческая мечеть, который был построен в 1867 году моими односельчанами, нашими предками. И эту мечеть, сколько я помню себя, слава Всевышнему Аллаху, всегда стояла как самое прекрасное здание нашей деревни. Мы в детстве, это было советское время, тогда богослужение, конечно же, не разрешали совершать в мечети, но мы, мальчишки, всегда поднимались на минарет. Минарет, слава Аллаху, не снимали никогда. Всегда являлся украшением нашей деревни. И здесь я помню, очень хорошо помню, знаете, что больше вот месяц Рамадан. Это целый день мы тоже так же постились, да. А на сухур обычно же самое лучшее, там, халву там купят или что-нибудь такое вкусненькое, да. Но мы обычно всегда просыпались, да, что-нибудь, да, и сидели. А говорили, если на сухуре были, значит, надо держать пост. И акшам намаз обычно пошли, у нас говорили слушать акшам, то есть акшам тагнарга. Да. У нас внизу как раз дом, где вот молились, на акшам намаз ходили, вот это на молитву. И вот мы ждали, тогда уже выходит муадзин там на акшам намаз азан, и мы говорим кацкарда, да, все, крикнул, азан уже произнесено, и мы бегом домой. Да. А вечером идешь над всей деревней, такой запах прямо. И все запомнилось, то, что именно какой целый месяц праздник по-настоящему. Мы ощущали, дети просто от того, или желудком ощущали, чувства такие были. Целый месяц праздник. Вот, как будто вот это, я помню, в моей душе вот это все это осталось. Вот это мое родовое имение, альхамдулиллях. Здесь я родился, здесь я вырос, и здесь мои родственники, они тоже так же приезжают летом только. Это наша летняя резиденция, можно сказать. Это моя супруга, самая лучшая. Да. Это мои сестры. Ассаламу алейкум, баракатуллахи баракатуху. Ничек келдіңіз сіз бізге, батмайынша деңгізге дер. Нас воспитывали бабушка с дедушкой. Всегда заставляли читать молитвы. Обязательно говорили, что «Кальху Аллах Ахад», «Фатиха Сурасан», «Бисмилляхи-рахмани-рахим». Обязательно я тоже все это. И где мы были, в комсомоле, там, в пионерии, когда бы не было, мы всегда что начинали, всегда говорили «Бисмилляхи-рахмани-рахим». Это уже всегда обязательно, это автоматическое, да. Спать ложимся «Бисмилляхи-рахмани-рахим». Встаем, мы обязательно эти слова мы всегда произносили, хотя не знали смысл этих слов. Моя мама, звали ее Марфуа. Я всегда вспоминаю и со слезами на глазах. Она сиротой осталась 9 лет. Да. Говорил со слезами об этом, как они провожали джаназа своей матери, плакали как. Да, говорит, как мы росли, как травинка, говорит. У нас учительница была. Вот, они взяли ее вроде как, чтобы присмотрела за детьми. Но здесь они познакомились с моим отцом.
отец у меня как раз водовозом работал тогда, воду возил тогда, вот те времена. Вот. Так вот поженились они и прожили. Отец у меня умер, 67 лет ему было, матери было 80, 82 года чуть-чуть. Но, сколько я помню, всегда она работала, всегда, никогда она не сидела. Очень красивая женщина была, насколько я знаю. Опять-таки я могу похвалиться, что у меня мальчишки рядом, мои друзья всегда говорили, какая же твоя мама красивая, говорили, да. В 1962 году я пошел в первый класс. До 4 классов мы учились именно в нашем селе, в нашей деревне. С 5 класса по 8 класс учились в Базлове, в соседнем селе. О, сколько лет, сколько зим. Альхамдулиллах, альхамдулиллах, ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Халларыңыз ничек, достар? Якшы, келдіңіз? Аллаха шекер. Это святое место, я могу сказать, потому что здесь стояла школа. Эта школа была национальная школа. Она называлась Милли Мектеб, Базловская средняя школа. И рядом со мной мой друг, мой товарищ с детских игр еще. Это человек, который возглавлял многие годы именно эту среднюю школу. Школы, к сожалению, уже нету. Вы прекрасно знаете, в последние годы, что как получилось во всех почти и в татарских деревнях, в сельских деревнях, сельских школ уже, увы, нету, потому что нету молодежи, нету детей. Но понятие демографии на сегодняшний день ударило и в нас тоже так же. От этого мы никуда не денемся. Поэтому и школы уже нету, к сожалению. Вот на этом месте, где мы стоим, стоял спортзал. Спортивный зал 18/9. Прекрасный спортзал. У нас бабушка всегда говорила, есть такое слово «кадали булагас». Что это такое, мы не знали. А оказывается, это просто слово «кагидале». Живите по правилам, по человеческим правилам. Да. Поэтому она очень уважительно относилась к учителям. Но обязательно же улам говорит. Да. Алар бит алимнар. Да. Слушайте учителей. Нас воспитывали так, уважение к старшим, бояться греха, чужого не брать никогда не оскорблять, не ругаться, да, и укреплять вот родственные связи. Это всегда было так. Они были как маяки, можно сказать, да. То, что нам указывали путь, то, что как надо жить на этом белом свете. В свое время я сидел за радиоприемником, бывало подслушивали американцев, как они там передают, там радиоразведка называлась. Это в советское время еще, во время холодной войны. В 1973 году меня забрали в армию. Да. Это уж обязательно было, потому что в законе написано, это почетная обязанность каждого советского гражданина. Я попал в такие интересные войска. После того, как забрали в армию, определили в учебку так называемую. Полгода мы учились. Учили мы английский язык, как ловить, подслушивать те передачи, которые исходили именно из баз, из военных баз. И что интересно, что я почерпнул в армии. В советское время во всех татарских селах были
национальные татарские школы. То есть мы изучали даже предметы, точные предметы на татарском языке. Тот же самый интернационал, тот же «Ой, цветет калина», «Катюша», все они были на татарском языке, вы знаете. И когда уже я служил в армии, меня поражало то, что оказалось, то, что в школе нам преподавали, это маленькая толика. Оказывается, да, наша история намного глубже, намного интереснее, очень много писателей, поэтов, людей. То есть мой народ, оказывается, тешеп калгантегель, да, достаточно просвещенный народ. Поэтому для меня было очень интересно прочитать вот то же самое «Икиз Елдацин Инкерас», «Сенначе Бабай». Их не было, то, что мы когда проходили, я не встречал это. Да. В то время уже пошли, Масагид Хабибуллин писал уже исторические романы, Нурихан Фаттах, и Тильцу Агатарур, да, вот это. И вот когда уже пославление началось, перестройка, мы говорим, что да, у нас в Дзержинске газета была, как раз городская газета Дзержинск, да. Ну и стал писать вот уже по мере возможности вот эти статьи про язык, про культуру, что я знаю. И вот с этого пошло и поехало. Потом слышал, новый мулла, сказали, что в Нижнем Новгороде появился молодой, который закончил только медресе, Умар Хазрат Идрисов. Я поехал к нему, я поинтересовался, и с ним там переговорили. И началось мое служение, можно сказать. Я стал ходить к нему, и я у него вот как раз брал вот как раз уроки первые. У нас в Нижегородской области 35 татарских деревень. Они находятся на юго-востоке области. Это деревня Семеновка. Обычно наши мишары по-мишарски называются Симутский. Одна мечеть здесь, но она такая достаточно большая, можно сказать, один из крупнейших деревень. Деревня Пашатова и вот Семеновка, они рядом, и между ними мазар, скажем так, это могила, кладбище тех расстрелянных шахидов. И каждый год мы приезжаем сюда и отмечаем это событие. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب الله أكبر. Катабыз, хайран калабыз, ничек инде булай, булган мәрхәмәт кая киттең, син итсеңме безгә, безме иттек. Две деревни рядом, которые стоят, это Семеновка и Пашатова. И именно в этом овраге, вот сейчас мы где находимся, в 1919 году во время Красного террора были расстреляны жители, ни в чем не повинные жители вот этих деревень. И здесь же они и похоронены. И каждый год мы приезжаем сюда и проводим мероприятие, которое называется Хатыркене, День памяти. Мы поминаем именно этих людей, ибо, как сказал один из величайших русских историков, история ничего не учит, история жестоко наказывает за плохо выученные уроки. Нам хотелось бы, чтобы наши дети, наши внуки знали об этом, чтобы это не повторялось в следующий раз. Здесь у нас в каждом районе, можно сказать, несколько деревень татарских. В Актукове родился известнейший певец Рашид Вахапов. В Сеченовском районе родился Кави Наджми, известнейший писатель, который первый председатель Союза писателей Татарстана Кави Наджми, и его брат
Рашид Нажмеддинов, известнейший шахматист. В Сафаджае, в Пильнёнском районе, родился известнейший наш просветитель Хусаин Фаизханов и его брат Габдуль-Галлям Фаизханов. Чимбели называют, мы говорим Чумбали. Вот. Там родился известнейший тоже также певец, оперный певец Хайдар Бигичев. Часто я посещаю, бываю каждый месяц, бывает иногда чума провожу в некоторых мечетях, бывает так, что вот эти мероприятия, сабантуи летом, некоторые мероприятия, которые мы проводим в рамках нашего духовного управления мусульман, это повышение квалификации, скажем так, имамов, какие-то конкурсы, чтецов Корана. Вот Шакиртлар Байраме мы постоянно проводим это мероприятие, и мне по долгу службы приходится везде присутствовать. Алейкум ассалам, хазрат. Аллаха шükür, jandanda, ayağıdanda, sizden hayır dua, barakatında. Мы находимся на территории Нижегородской соборной мечети. Это наша мечеть, историческая мечеть, который был построен в 1915 году. И рядом это уже наша мечта, это давно было уже заложено, лет 15 тому назад. Исламский культурный центр, Ислам Мадани Үзяги называется. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Как работа идет? Все хорошо? Все хорошо. Это будет входить в ансамбль, вот как раз непосредственно Нижегородской соборной мечети. Явная красота замечательная. Что здесь может быть? Конечно же, в первую очередь конференц-зал. Здесь будет, иншаллах, расположен наше медресе. Это здание будет служить нашим мусульманам, нижегородцам, иншаллах. И мы надеемся на то, что это будет украшением нашего города. С Волги красиво очень смотрится. Он будет по-настоящему украшать наш нижегородский откос. У нас около 60 мечетей и 57 махалля, которые активно работающие. У нас духовное управление и в медресе у нас институт имени Фаизханова. Мы делаем все для того, чтобы сохранить родной язык, родную культуру. Преподаются все эти религиозные дисциплины, религиозные предметы. Служба у нас идет на 3 языках. Это ж русский язык, татарский язык для того, чтобы сделать дуа. И, естественно, арабский язык будет само по себе ритуальная сторона, вот это все, это опять-таки мы говорим, чтобы всем было понятно, мы проповедь уже читаем на русском языке больше, а дуа делаем, конечно же, на татарском языке, и стараемся, конечно, между собой, когда все наши сотрудники говорим, естественно, на родном языке. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Хайырлы иртелер, хөрмәтле җәмәгать. Мәдрәсәләребездә, мәктәпләребездә укулар башлана. Барлык исламский площадкаларыбыз, көбесе авылларыбызда, һәм әгәр дә берәр сүз әйтсә, ничек үтте? Күп кенә шундый чараларыбыз бар. Городские наши молодежь особо-то не владеет родным языком. И
как раньше мы говорили, и сейчас мы говорим, вот старшее поколение на русском языке с акцентом, а эти на татарском языке говорят русским акцентом. Изначально я стоял у истоков как раз создания всех этих национально-культурных автономий наших татарских организаций. Это и в Дзержинске, и в Нижнем Новгороде, и региональная национальная культурная автономия татар я возглавлял целых 10 лет, потому что тогда был заместителем Умара Хазрата по связям с общественностью. И как раз вот эта моя задача и заключалась в том, чтобы как раз курировал это направление. Поэтому тогда много-много чего, то, что вот на сегодняшний день продолжающиеся сабантуи, там вот школа, это все, слава Всевышнему Аллаху, закладывали, можно сказать, это фундамент, это духовное направление мусульман, совместная работа наша была. И на сегодняшний день тоже так же, конечно же, мы работаем сообща, вместе. Это Нижегородская соборная мечеть, историческая мечеть, самая последняя каменная мечеть, которая была построена в Российской империи до революции. В центре мечети у нас висит шамаил, там написано «Аллах Джалля Джалялюх», «Аллах превыше всего». Это подарок православной церкви. Я могу похвалиться тем, что после того, как мы произвели здесь ремонтные работы, и, конечно же, нам надо было поменять старое панно, и здесь мы обратились к митрополии непосредственно владыке Георгию, и он нам сделал такой царственный, скажем так, подарок. Это золотошвейки православной церкви нам сделали. Мы смотрим, любуемся, и, конечно же, на сегодняшний день у нас очень хорошие дружеские отношения с православной церковью, и мы с большой благодарностью обращаемся к Всевышнему, чтобы у нас продолжались такие же отношения со всеми национальностями, со всеми конфессиями, которые окружают нас в Нижнем Новгороде и в нашем регионе. Мы едем из Нижнего Новгорода, едем мы в город Дзержинск. Город Дзержинск – это город химиков. Когда-то в советское время называли этот город столицей химии. В поисках лучшей доли, в поисках работы, счастья многие люди татарской национальности уезжали в большие стройки. Это времена первых пятилеток, времена индустриализации страны. Именно тогда вот приезжали, устраивались, вот строили эти заводы, а потом оставались работать на этих же заводах. Татары ведь, где бы они ни находились, они всегда все равно придерживались своей религии, своей культуры. Если кто умирает, естественно, кто нужен? Нужен обязательно священнослужитель, мулла обязательно нужен был, так ведь, да. Дети рождаются, естественно, конечно же, именно решение надо делать, да. Жениться, опять-таки, сами знаете, никак надо читать. Поэтому нелегальные муллы, нелегальные имамы, они были. Хотя мечети не было, мечети разрешили по новой строить, это только уже где-то 90-е годы. Ассаляму алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Ассаляму алейкум. Ассаляму алейкум. Салям алейкум. Ва алейкум ассалям. Давно куренья. Кого я вижу. Рад. Да. Мы находимся на территории Дзержинской соборной мечети. В прошлом году мы отмечали десятилетие этой нашей мечети. Здесь наш актив, которые активно помогали
которые участвовали в строительстве нашей мечети, альхамдулиллях. Расим Айсович Сефуков, один из инициаторов строительства нашей мечети. И тогда был мэром нашего города у нас замечательный человек Сопин Виктор Федорович. Дорогой наш брат, по-настоящему, благодаря ему, первую мечеть мы смогли получить, смогли мы построить вот эту мечеть. И благодаря тому, что он много приложил усилий для того, чтобы нам дали место под строительство новой мечети именно на территории города. Здесь наши бизнесмены на сегодняшний день, благодаря им, что, слава Аллаху, работа у нас идет. Я благодарен всем этим моим друзьям, товарищам, коллегам, которые непосредственно принимают участие и продолжают свою такую прекрасную деятельность. Альхамдулиллях. Это мы листаем фотографии, старые фотографии уже, хотя какие старые, каких-то 20 лет прошло. И мы смотрим здесь знакомые лица. Дамир Хазрат, ректор Московского исламского института, а также он является первым заместителем главного муфтия. А рядом вот дедушка, это у нас такой легендарный человек, который до революции еще закончил медресе в Астрахани и также приехал сюда. И молодой парень, его забрали во время войны, он попал под бомбежку. И, конечно же, после этого его комиссовали, но многие годы он работал на заводе имени Светлого. Мы вспоминаем с Умар Хазратом вот с большой ностальгией, потому что это наша молодость, это наше прошедшее время. И все-таки смотрим, слава Всевышнему Аллаху, много чего мы добились с тех пор, как начинали свое служение Всевышнему Аллаху и своему народу. Вот в этой мечети началась моя религиозная карьера. Я был первым имамом в этой мечети. Ну, само по себе даже из Дзержински официальный имам. Первый имам был Файзрахман Хазрат, но мечети тогда еще не было. А после его смерти меня назначили как раз в этот мечеть имам-хатыбом. Сейчас в этом здании находится наша школа, воскресная школа, а также медресе Махинур. Пойдемте, посмотрите. В 90-е годы как раз мы купили вот этот дом. Вот такой же дом был рядом, вот эти дома-то видите. Вот такой же дом мы купили тогда за 4000 советских рублей. Пойдемте. Вот это первые шамаили, это наши художники написали тогда давно, это было как раз в начале 90-х. А вот это наш минбар, который сделал Харис Хазрат, про которого я говорил, 94 года он умер, вот это, который учился в Астрахани. Ветеран войны, он был плотник хороший, вместе со своим сыном они сделали и подарили вот это нашей мечети. Нам нужны были аудитории, классы. И, конечно же, все переделали. Мы здесь готовим религиозных священнослужителей и также учителей арабского. Молодежь приходит учиться, и каждый год у нас где-то человек 50 бывает, что в прошлом году выпускников было человек 20. Альхамдулиллях, это заслуга нашего Дамира Хазрата. Он был первым директором, он создавал вот это медресе. Мне было это интересно. По-настоящему я нашел свою стезю. Вот мои знания пригодились.
то, что я очень много читал, очень много интересовался со всей литературой, татарской литературой, восточной литературой, даже русской литературой, если честно говоря, может быть, я даже больше, чем некоторые русские, я знаю наизусть только стихотворения. Да. Но в то время такое понятие, что имам, да, ну, вы понимаете, тогда не было такой должности. Вы же знаете, что религия была отделена от государства полностью. Само по себе даже преследовалось это все. Как это же мракобесие, религиозное мракобесие. Вы понимаете, кто может мечтать, зная о том, что это ведет куда-то, ну, скажем, от этого человек ничего не получит. Но жизнь поменялась. Вязгият үзгәрде. Это наше время пришло, то, что знания, вот, да, мои знания пригодились на практике, по-настоящему, что я начал вот работать с людьми, да, потому что я вижу, оказывается, очень много людей, которые хотят прийти, что иметь мечеть, говорить на родном языке, жить как у себя в деревне, можно сказать, независимо от того, что они находятся где-то в центре такого большого мегаполиса, скажем так. А у нас деревни, здесь поселки было, огромные поселки, где проживала рядом и русская, и татарская семья. Они же, бывало так, что русские говорили на татарском языке. Я помню те времена, это 70-е годы, 80-е годы поселки были, да. А потом их полностью город, все, не осталось ничего такого, вот этого компактного проживания. Ничего, вот в чем дело. Мечеть спас в этом отношении, особенно старшее поколение. Тогда же не было телефонов, ничего такого. Чтобы еще поставить домашний телефон, это надо было ждать 20 лет. Да, очереди надо было стоять. Да. Поэтому люди общались между собой. Да. Почему? И откуда это вышла такая пословица татарская? «Бер күрешү үзе бер гомер», да. Одна встреча – это целая жизнь. Да. Поэтому встреча, вот мәжлисте, у нас спасал мәжлис, у нас стариков приглашали разные мәжлиси. Они вот это, Арифуллабзи у нас резал животных полностью, карбонарно, нелярно, все это делал, да. Человек живет, когда он востребован, по-настоящему, да. Вот, и я всегда смотрел, вот эти, они с радостью жили. Само по себе вот образ жизни, то, что вера, вот сохраняла жизнь, продляла им жизнь, альхамдулиллах. Ассалату вассалам алейка я Хабибаллах. Ассалату вассалам алейка я Наби Аллах. Ассалату вассалам алейка я Расул Аллах. Наши предки, они сохранили религию, культуру. Если мы говорим о том, что ислам был принят 1103 года тому назад народами Волжской Булгарии. И смогли сохранить благодаря тому, что у народа, у татарского народа был свой язык. Именно на татарском языке изучали священный Коран, переводили, учили и доводили до сердец до каждого мусульманина, каждого татарина именно коранической истины. И мы, священнослужители, мы должны помнить о том, что о нас будут помнить, на своем родном языке будут делать дуа. У нас же еще не только здесь мы прожили, нам еще предстать надо перед судом Всевышнего. И как мы ответим, как мы сохранили все те ценности, которые нам дали наши предки, мы должны сохранить как зеницу ока именно вот все это, то, что нам дано, вложено в нас.